Надеяться на отсрочки по кредитам могут только должники со сложным финансовым положением. Национальный банк Таджикистана разработал план мероприятий по предотвращению возможного влияния пандемии COVID-19 на национальную экономику, банковскую и страховую системы, сообщает пресс-служба НБТ. В целях защиты прав потребителей финансовых услуг, предотвращения роста неактивных кредитов, удерживания платежеспособности, НБТ своим письмом обязал кредитные организации подготовить соответствующий план мероприятий, строго контролируя его исполнение, подчеркивают в регуляторе. Отмечается, что кредитные организации, в рамках разработанных ими планов мероприятий с учетом финансового положения клиентов, рассматривают реструктуризацию кредитов некоторым должникам, которые находятся в сложном финансовом положении, и возможность предоставления им льготных отсрочек. Между тем, какое именно состояние должно считаться сложным финансовым положением, не уточняется. В НБТ считают, что с введением карантинных мер в странах-партнерах, закрытием границ, угрозы различным сферам экономики, в том числе банковской системе республики, могут усилиться, препятствуя эффективной деятельности банковского сектора страны. План мероприятий НБТ, в частности, включает снижение с 1 мая этого года ставки рефинансирования на 1 процентный пункт и ее установление на уровне 11,75%. Банковскому сектору Таджикистана предрекает очередной кризис. Кроме того, кредитным организациям для защиты интересов потребителей финансовых услуг поручается временно, до 1 августа, приостановить работу проблемных и убыточных банковских центров. Им также рекомендуется увеличить объем кредитования производственного предпринимательства, в том числе производителям импортозамещающей продукции. В сообщении банка отмечается также, что для усиления противоэпидемических мер в НБТ создан штаб по предотвращению распространения нового коронавируса. В рамках его работы кредитным организациям поручено принимать соответствующие меры для защиты здоровья клиентов и предотвращения распространения коронавируса, обеспечивая свои офисы санитарно-гигиеническими принадлежностями,